В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящего понедельника. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Снова свыше 170 случаев коронавируса выявили в Якутии за сутки. Оперативный штаб усилил контроль за общественными местами. Рост заболеваемости отметили и в Нерюнгринском районе. Наряду с ОРВИ, какие меры принимают в Южной Якутии. Баснословные счета выставили, а вывести мусор забыли. Жители района Залога в Якутске недовольны компанией «Экосети». Нацпроект «Демография» помог региону на сумму почти в 6 миллиардов рублей. Какие программы заработали? Ленский стартап стал актуален в период заболеваемости коронавируса. Дети смогли изучать онлайн иностранный язык. А в Алекминске установили памятник строителям аэропорта. Символом трудового подвига стал ребенок военных лет. – 176 новых случаев заболевания COVID-19 выявили в Якутии за минувшие сутки. Из них в Якутске 94. В Нерюнгринском районе 10, в Мирнинском 7, в Алекминском и Усть-Алданском районах по 6 случаев. Также единичные пациенты почти во всех крупных районах. За прошедший день коронавирус унес жизни еще 2 человек. Лаборатории региона провели почти 4300 исследований. Необходимо обратить внимание, что так как мы находимся на эпид-пороге, в эпид-сезон мы находимся по ОРВИ и по гриппу, в наших инфекционных стационарах выделены больничные койки. В последующем при выявлении больных, при выявлении зараженных начинают работать диагностические службы, которые есть во всех первичных наших медицинских учреждениях. Это поликлиническое звено. Также оперативный штаб провел более 500 рейдов в 10 муниципалитетах и городе Якутске. Проверки велись с 22 по 25 октября. К примеру, в Якутске проверили 22 развлекательных заведения на соблюдение мер против COVID-19. В 6 объектах выявлены нарушения. Им выдали административные предписания. Оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции напоминает владельцам, руководителям объектов торговли, общепита и развлекательных организаций о необходимости строгого соблюдения масочного режима для продавцов, кассиров, покупателей и клиентов. Обслуживание без индивидуальных средств защиты строго запрещено. Административной комиссией оперштаба города Якутска совместно с Минпредом проведено 473 выездных проверки. Из них 337 объектов торговли, 50 объектах общепита, 12 развлекательных центров, 69 объектов бытовых услуг и в 5 фитнес-центров. Всего составлено 47 актов комиссионного осмотра, 17 протоколов об административном правонарушении. Всего 42 дела рассмотрены судом из ранее направленных и 6 административных дел направлено в суд. Хотел бы отметить, что на сегодняшний день руководителем оперштаба Алексеем Сергеевичем Николаевым, главой республики, дано поручение всем главам муниципальных образований усилить работу по контрольным выездным мероприятиям. Рост заболеваемости отметили в Нерюнгринском районе. Положение дел усугубляет сезонные ОРВИ и грипп. О том, какие меры принимают в Южной Якутии. Екатерина Павлова. Защита жизни и здоровья людей – главная задача на сегодня. В Нерюнгринском районе продолжается работа по реализации мероприятий в рамках комплексного плана по профилактике и предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Обстановка с коронавирусной инфекцией, она сегодня напряжена не только у нас в районе, но и, наверное, во всей стране. Вы знаете, у нас сегодня официально зарегистрировано 297 случаев заболевания. 79 человек лежит сегодня в больнице, центральной Нерюнгринской районной больнице с ковидом. И порядка 80 с лишним человек находятся сегодня на амбулаторном лечении. Административная комиссия района на постоянной основе проводит контрольно-надзорные мероприятия. Совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и полицейскими проверяются торговые точки, объекты сферы обслуживания, общественный транспорт. С гражданами и предпринимателями регулярно проводится разъяснительная работа по соблюдению всех ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в общественных местах, масочно-перчаточного режима, социального дистанцирования. Я постоянно езжу, я полстраны в этот раз объездила. Везде есть масочный режим. Надо, значит надо, потому что такая ответственность. Мы и в окружении, и у родных всех должны соблюдать эти правила.
Так что я так думаю, ничего, вытерпим. Школы и детские сады продолжают работать с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Если вирус проникнет в учебные учреждения, разработаны алгоритмы действий, чтобы отдельные классы и группы отправить на карантин. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. Вакцинация от коронавируса станет бесплатной после запуска больших объемов производства в России. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Напомним, что Минздрав страны в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦ имени Гамалея. Она получила название «Спутник Ви». Также в октябре зарегистрировали еще одну отечественную вакцину «Эпивак Корона», разработанную в центре «Вектор» Роспотребнадзора. Сейчас на клинических исследованиях находится вакцина центра имени Чумакова «РАН». В ее основе используется вирус SARS-CoV-2. Он лишен своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил предоставить республике дополнительные медсредства и оборудование для лечения коронавирусной инфекции. Он обратил внимание, что сроки тестирования, когда анализы прибывают в лабораторию и возвращаются обратно, достигают 7, а то и 8 дней. А за это время течение болезни может измениться к худшему. Вопрос будет отработан с Министерством здравоохранения России. Трутнев заявил о необходимости принимать дополнительные решения. Либо разворачивать доп. Лаборатории, либо обеспечивать быструю транспортировку. Сроки тестирования не должны превышать 3 дней, заявил полпред. Численность официально зарегистрированных безработных в Якутии уменьшилась на 700 до показателя в 33 тысячи человек. Об этом сообщают в Госкомзанятости. Также в сообщении говорится о более чем 10 тысячах вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости населения. В 2019 году этот показатель был выше на 26% и составлял более 13,5 тысяч вакансий. Наиболее востребованными сегодня являются водители, слесари, машинисты, спецтехники, подсобные рабочие, электромонтеры, уборщики и разнорабочие. Средняя заработная плата составляет 46 800 рублей, говорится в сообщении. Бьют тревогу жители частного сектора в Заложном районе столицы. Они начали получать квитанции от Якутской Кассети о задолженности за вывоз твердых бытовых отходов. Суммы разные, в некоторых доходят и до 10 тысяч рублей. Жители не понимают, за что приходят квитанции, если нет договора. При этом мусорные баки переполнены. Кому в итоге должны платить люди и почему не организуются санитарные точки? Ульяна Шагина разбиралась в проблеме. Еще до прошлого года Анна Семенова не испытывала проблем с вывозом мусора из своего двора. Более 5 лет организацией вывоза мусорных мешков у жителей частного сектора Залога занималась компания «Интерком». Теперь же Анне с супругом приходится самим вывозить мусор на полигон. Раньше мы выносили вот эти мешки, ставили вот здесь. Интерком сам подъезжал и забирал их и увозил. Да, и проблем никаких не было. А сейчас вот ни одного бака ни с той стороны, ни с этой стороны нету. Куда увозить, куда уносить и за что деньги платим. На самом деле никто не заставляет жильцов ездить на свалку. В районе частного сектора Заложного района есть и санитарные точки, и вывозные бункеры. Правда, расстояние до них как минимум километр. Не совсем удобно, возмущаются люди, учитывая, что большинство жителей здесь – это пожилые. Нам говорят, вы возьмите кули, несите куда-нибудь, там туда бросайте. Но проблема не только в отдаленности мусорных баков. Только жители смирились с мыслью, что мусор теперь им придется вывозить самим, начали приходить квитанции о задолженности рекоператору Якутской Кассети. 10 862 рубля. Это какой период? Это с 1 февраля 2019 по 31 декабря. Ну, за год получается. Начисления идут с января прошлого года, когда Якутская Кассети стал единственным оператором по сбору ТКО в столице и близлежащих улусах. Тариф в частном секторе 97 рублей 35 копеек с человека. То есть, чем больше прописанных в доме, тем выше сумма ежемесячных начислений. Население недоумевает. Более 5 лет они оплачивали Интеркому. Теперь же нужно платить Якутской Кассети, при этом никаких договоров они не подписывали. Этот договор имеет характер публичной оферты. Он у нас размещен в средствах массовой информации, то есть на сайте регионального оператора. С ним можно ознакомиться и производить оплату. Знают проблему и в управе автодорожного округа. Они предлагают несколько вариантов решения мусорной проблемы. К примеру, самим определить место установки мусорного контейнера. Правда, не каждый в этом случае согласен иметь рядом с домом санитарную точку. Нужно выбрать место
который устраивает всех, и желание и жителям, и вот чтобы не ущемляло никого, да. Ну и рассмотреть, выйти, подать заявку. Мы тоже готовы помочь в этом вопросе жителям, поэтому обращайтесь. С таким предложением пока еще не выходили, да, на ваше право получается? Именно по территории залога жильцы сами не выходили, потому что вот как раз таки я ранее сказал, что работало предприятие Интерком. Оно работало практически до этого года, даже без того, что они не имеют права этим заниматься, да. Непонятно, почему якутская Осетия до сих пор не обратились в суд по поводу нелегальной деятельности Интеркома. Но нас заверили, что это произойдет в ближайшее время. Якутская Осетия готова организовать подзвонковый метод сбора мусора, то есть такой, как и раньше, при помощи патрулирования коммунальной техники. Палка о двух концах решится только после того, как все будут готовы к эффективному сотрудничеству. Ульяна Шагина, Джулус Иннокентьев, Якутск. Тем временем 123 безнадзорных собаки отловили за прошедшую неделю на территории столицы региона и поселка Жатай. По информации начальника пункта передержки Екатерины Безрученко, на сегодня в пункте содержится порядка 420 безнадзорных животных, из которых 91 проведена плановая вакцинация, 29 стерилизация и кастрация. На этой неделе 40 собак готовятся к выпуску в естественную среду обитания, говорится в сообщении. Также отмечается, что на прошлой неделе были выпущены 76 животных. Согласно данным Управления здравоохранения Якутска, за указанный период в городской травмпункт после укусов собак обратились 15 человек. Из них 10 нападений совершили хозяйские питомцы и только 5 безнадзорные. Сейчас короткая пауза. Продолжим через минуту. Смотрите далее. Нацпроект «Демография» помог региону на сумму почти в 6 миллиардов рублей. Какие программы заработали? Ленский стартап стал актуален в период заболеваемости коронавируса. Дети смогли изучать онлайн английский язык. А в Алепинске установили памятник строителям аэропорта. Символом трудового подвига стал ребенок военных лет. В эфире «Итоги дня». Продолжаем программу. В Якутске состоялось награждение юного героя. В рамках традиционного мероприятия Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» медалью Совета Федерации был награжден Тимофей Степанов. В прошлом году спасший 2 утопающих на пляже села Сунтар и включенный в почетную 20-ку детей-героев России. Так мальчик 2 раза, не задумываясь, бросился на помощь отцу и сыну Габышевым. Мероприятие прошло в режиме видеоконференц-связи, в ходе которого свою благодарность за отвагу и спасение утопающих Тимофею выразил и Егор Борисов, член Совета Федерации. Медаль герою вручил начальник Главного управления МЧС России по Якутии Павел Гарин. Сегодня мы в рамках этой церемонии награждаем нашего героя из Якутии памятной медалью Совета Федерации, а также памятным подарком от МЧС России. Я, в том числе и МЧС России, мы всегда рады, что на территории республики есть такие герои, как на территории нашей Якутии есть герои, которые всегда готовы прийти и не пожалеть себя. Академия знаний – один из первых резидентов бизнес-инкубатора в городе Ленске, отметила годовщину со дня образования. Это студия изучения английского языка. Ее становление пришлось в весьма непростой период. Большую поддержку оказало руководство бизнес-инкубатора. Это и выстраивание отношений с налоговыми и другими надзорными службами, предоставление необходимой техники. Благодаря этому ученики просматривают фильмы на английском языке. За первый год в студии обучилось 73 человека, несколько разновозрастных групп. Появился и разговорный клуб для практики и улучшения коммуникативных навыков. Чтобы было интереснее погружаться в языковую среду, устраивают английские праздники, такие, например, как Хэллоуин. В период карантина прибегли к дистанционному обучению. В связи с пандемией мы перешли на онлайн-режим работы. У нас преподаватели, помимо наших, к нам подключились преподаватели с Швейцарии, наша Татьяна, плюс преподаватель с Украины, Дарья. Проводили онлайн-занятия по английскому языку. Занятия проводятся все в группе, у нас максимум 6 человек, больше быть не может, для того, чтобы дети быстрее начали говорить, то есть помимо запоминания, чтобы они лучше начали разговаривать. Также у нас проводится все это в игровой форме для малышей, это интерактивные тетради, кубики, карточки. Для детей более старших возрастов это разговорный английский, где они используют фильмы, просмотры мультфильмов. 5 региональных проектов реализуют в Якутии в рамках национального проекта «Демография». Бюджет всех мероприятий составляет 5 миллиардов 700 миллионов рублей.
Региональные проекты направлены на повышение рождаемости, строительство социально важных объектов, а также на содействие повышения продолжительности жизни. Так, например, порядка 16 тысяч семей получили финансовую поддержку. С начала 2020 года единовременную денежную выплату при рождении первого ребенка в размере 35 320 рублей получили 2300 семей. Право на региональный материнский капитал при рождении второго ребенка получили более 2500, а реализовали свое право 626 семей. Кроме того, в рамках регионального проекта содействия занятости женщин, создания условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, в 2020 году запланирован ввод 3 дошкольных учреждений на 639 мест в городах Якутск и Нюрба, а также в селе Сунтар. В Мирнинском горно-обогатительном комбинате произошли изменения. Они затронули структуру предприятия. Одни цеха объединили, другие вовсе ликвидировали. Это коснулось и дражного флота «Алроса». Его коллектив теперь будет работать по-новому, продолжая выполнять привычные функции. Сколько они добыли алмазов и куда отправится коллектив драк зимой, расскажет Роман Муконин. Промывочный сезон этого года для драк начался с апреля. Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, коллектив работал по графику и при этом смог перевыполнить план добычи. За сезон 201-я драга обработала 405 тысяч тонн, тысяч кубов дражных отвалов в россыпи горная. План по алмазам выполнен на 131%. 202-я, невзирая на то, что чуть-чуть позже запустилась, немножко обработки не добрала, обработала 383 тысячи кубов исходных песков. При этом план по алмазодобыче выполнен на 162,8%. Добыто порядка больше 220 тысяч карат алмазов на общую сумму $33,3 миллиона. В общей структуре добычи Мирнинского ГОКа пески и реляха составляют всего 9%. Но зато каких! Россыпь, по которой ходят драги, содержит в себе алмазы, вымытые за миллионы лет из тела трубки «Мир». А это значит, что большая часть из них ювелирного качества. И по цене они такие же, как алмазы, добытые на Интере. Осенью структура ГОКа изменилась. Его разделили на 2 комплекса – горно-транспортный и обогатительный. В последнем как раз и объединили все мощности по промывке алмазов – фабрики, драги и комплексы сортировки. С октября прииск и релях ликвидирован как подразделение комбината и преобразован в горный участок. Сократили в основном административную контору. Сам коллектив теперь станет универсальным и будет работать на 2 участка сразу – летом на драгах, зимой на фабрике. Фабрика будет работать с конца октября по, скажем так, конец марта, то есть в зимний период. Затем зачистка, подготовка консервации и переход всего персонала на работу на дражный цех. То есть в летний период будут работать драги и установки КСА. Таким образом мы одним и тем же персоналом будем стараться выполнять все поставленные нам задачи. Для 2 драг сезон уже завершен. 3-я продолжит свою работу еще месяц. Это связано с тем, что ходит она по территории отвалов, богатых алмазами. Их оставили предшественники еще в 70-х годах, когда технологии обогащения были несовершенны и многое уходило обратно в пески. Роман Муконин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Тонна бензина за неравнодушие. В Якутске сегодня подвели итоги конкурса «Дорогие дороги». Участники в течение 2 месяцев фотографировали плохие дороги республики и отправляли на портал One Click Якутия. Там же проходило и электронное голосование за самую плохую дорогу. По итогам 1-е место заняла заявка от Геннадия Атастырова. Он сфотографировал Новокарьерную улицу в Сайсарском округе. Победителю вручили 1 тонну бензина для автомобиля. 2-е место заняла заявка от жителей дома по улице Лермонтова, 56, также в Якутске. Их двору уже 30 лет, никто и не помнит капитального ремонта. По словам жителей, при благоустройстве набережной озера Щорса перекрыли сток поверхностных вод с территории двора, что полностью разрушило проезжую часть во двор со стороны улицы Курашова. Далее 3-е место досталось ужасным дорогам в центре Мархи по заявке Ивана Никитина, жителя пригорода. В дальнейшем по тем заявкам, которые мы
берем на контроль, мы по ним будем обращаться в Министерство транспорта, в администрацию города Якутска, и управы с тем, чтобы в дальнейшем они включили в план и действительно улучшили дорожное полотно, дорожную инфраструктуру по тем адресам, по которым мы получили заявки, и там, где у нас есть победители. Памятник строителям порта, который начал принимать самолеты в рекордно короткие сроки, после начала строительства установили в городе Алекминске. В основном это были женщины, но, как выяснилось, в 2017 году среди них был и подросток Вадим Голомарев. Историю его трудового подвига узнала Елена Фаст. «Мечты мальчишки». Такое рабочее название было у этого проекта. Широко раскинув руки, мальчик смотрит в небо. Эта скульптура станет символом и данью памяти тем, кто в военные годы строил первую полосу Алекминских воздушных ворот. Почему именно мальчик? В администрацию пришел запрос из Министерства транспорта по обновлению списка строителей, участников строительства авиапорта города Алекминска. При формировании списка как раз наткнулись на этого мальчика, который был приписан к порту, как и все остальные взрослые жители, которые участвовали в строительстве. Он был как от леспромхоза, был кучером, и получается, и мать у нее тоже, она работала в том время техничкой, и они после работы, с утра работать, и он их возил, работников, на раскручевку пней и валку леса. Это первая часть проекта, которая воплотилась в жизнь по программе ППМИ. На следующий год в планах здесь же разбить сквер и зону отдыха. Также здесь будет установлена мемориальная доска с именами тех, кто в военные годы строил порт. Первый этап реализации проекта благоустройства при аэровокзальной территории порта Алекминск предполагает тут устройство зоны отдыха для жителей села Аэропорт и пассажиров аэропорта. Также будет детская площадка и, самое главное, мемориальная часть, посвященная первостроителям аэропорта Алекминск в далеком 41-42 годах. Идею поддержал скульптор Николай Чучасов. Он сразу понял, каким должен стать этот памятник. Талантливые руки мастера смогли воплотить в жизнь мечту. Получается, это первый этап данного сквера «Слава поколению победителей». И надеемся, что на следующий год второй этап успеем реализовать его при завершении долгожданного нашего авиапорта. И это будет украшать предпортовую площадь. И всем это дань, всем труженикам, строителям, детям, которые трудились в тылу. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Международный день школьных библиотек отмечается сегодня. В регионе прошли съезды школьных библиотекарей, презентации профессий педагог-библиотекарь, чествование ветеранов библиотечного дела и так далее. Также Национальная библиотека призывает принять участие во всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет онлайн 3 ноября. На площадке Zoom, YouTube-канале и Instagram-странице посетителям представят новую виртуальную выставку «Сила России в единстве народов». Пройдут мастер-классы по изготовлению хомуса и игре на якутском варгане. Вечер завершится встречей с известным скульптором, членом Союза художников России Николаем Чучасовым. С крепнущим льдом и понижением температуры свою деятельность возобновляют любители закаливания и купания в проруби. Члены общественной организации «Якутские моржи» уже начали водные процедуры. По их словам, такое купание закаляет тело и дух, повышает иммунную систему, укрепляет здоровье в общем. Однако противопоказано людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Настроение, конечно, повышается. Сюда идешь с радостью. Утром просыпаешься, идешь сюда. И потом собрались такие люди, которыми очень интересно общаться. С ними мы почти уже больше года и как семья. И вообще по организму, если так посмотреть, то по организму бодрость, свежесть. Я сама не замечаю, но другие люди говорят, что молодею, можно так сказать. Это были главные события понедельника. Наш телеканал продолжит следить за новостями. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание. До свидания.